В Сибири практически полгода мы зависим не только от капризов природы, но и от работы систем отопления. Существует ли возможность не только не мерзнуть несколько месяцев, но и не дышать пересушенным воздухом? И что крайне немаловажно, при этом экономить на электроэнергии и не зависеть от систем центрального отопления. В технологии продвинутой Южной Кореи создали отопительную систему, которая поможет сибирякам пережить нашу долгую зиму без проблем. Трудно, да, человеку трудно представить, что вот такая вот пленочка, да, и она способна в минус 50, да, то есть обеспечить нас теплом. Ну, данный продукт прошел полную сертификацию по всем требованиям сертификации в России, то есть сертификат соответствия, сертификат гигиенический, да, санбиновский. То есть все эти требования обязательно выполняются. Материал сам по себе не воспламеняется, не горит. При данных испытаниях подавался на образец, подавался 1 киловольт напряжения, и проверялось, то есть, сколько по времени данный продукт выдержит и воспламенение будет или нет. Вот в виде результата, как вы видите, по результатам данного испытания, видно, что пленка просто оплавилась, никакого возгорания не произошло, замыкания тоже не произошло. Да? Вот он включен, никаких тут, так сказать, вот он порванный, и он работает. То есть можете вы начать бить, ломать трубы, крушить отопление у себя дома, нет? Я думаю, что навряд ли вы можете позволить себе с этим материалом что-то там вытворять. Ну, я не знаю, что еще. Ну, давайте мы на него потопчемся, поломаем его. Ну, я надеюсь, вот так вы его не собираетесь использовать 365 дней в году. При этом, ну, можете убедиться, что он работает, продолжает работать, пожалуйста. Да, трасса включена, все. Инфракрасная отопительная пленка HeatLife имеет огромный спектр применения. От основного отопления промышленных объектов до прогрева автокресел. На самом деле, когда стала проблема с отоплением дома, я около месяца не мог выбрать, чем я буду отапливаться. Мне посоветовали, что HeatLife самый будет лучший вариант. Но мы, люди русские, привыкли, что нас очень часто обманывают. И, конечно, я сомневался. Зима проверила, насколько я правильно сделал выбор. Пленка HeatLife оправдала все мои надежды. Температура зимой, даже когда было минус 35 градусов, несколько дней стояла нынче погода, я ставил уровень подогрева на 42-43 градуса примерно, и в доме было 24-25 градусов тепла. То есть пол не горячий, ходишь по теплому полу, а воздух прогревается очень хорошо. Оговорили день, подключили, проверили, нагревается, работает. Дом отапливается круглосуточно, круглогодично. Площадь обогрева порядка 100 квадратных метров. Если взять просто газ, на сегодняшний день 170 тысяч нужно заплатить за подключение, плюс газовый котел, монтажные работы, радиаторные батареи и так далее, и так далее, и так далее. И оплачивать с газом я буду примерно ту же сумму. Я никакого экономического смысла не вижу в том, чтобы переходить на газовое отопление. Ну это же все через счетчики? Да, через счетчики. Если все включено, там, наверное... Ну, же я сказал, 70 квадратов дом, 3500 за отопление в месяц. Нет. Если я вот через счетчик, потом я начну, я буду там, ну, печку, в смысле... Но вы же сейчас этим пользуетесь? Электропечка там... Но вы же сейчас этим пользуетесь? Пользуюсь, но у меня же печка стоит. Да, но вы теперь не будете тратиться на уголь, на дрова, на газ, не тогда печку время. Тогда у меня 2 счетчика. Ну да, ну просто да, чтобы вы могли контролировать, это вам уже лучше. Один счетчик, вот смотрите, вот это отопление, да, и вот ваши затраты по отоплению, да, а вот это вот, чтобы, ну, отслеживать ситуацию. Как основное отопление, пленка HeatLife может быть использована при строительстве промышленных объектов, офисных зданий, магазинов, школ, гостиниц, ресторанов. Ну, вообще на этом месте был старенький магазин, который я приобрел. При выборе, какое же будет отопление, центральное, либо вот теплый пол. Я остановился на теплом поле и об этом не жалею. Совершенно другой обогрев. На деле это оказалось очень энергоэкономично. Мы практически не ощутили то, что у нас
пол обогревается электричеством. Для того, чтобы использовать инфракрасную пленку как основное отопление, необходимо застелить от 50 до 70% площади помещения. Главное – правильно распределить ее по зонам. У нас административное здание с офисными помещениями. 717 квадратных метров. После установки инфракрасной отопительной пленки HeatLife у нас непосредственно затраты снизились в 20 раз в месяц. Сначала мы пробовали 70% от площади помещений застелить. Затем вот в этом году мы попробовали 50%. Потому что мы чувствуем о том, что этого достаточно для того, чтобы вот этой пленки нам хватило в качестве основного отопления. Специалисты очень грамотно сделали зонирование помещения, развили их на разные датчики. И теперь по необходимости мы можем обогреть разные зоны по-разному. Помимо промышленных объектов, пленку HeatLife можно использовать для отопления коттеджей, квартир, дачных домов. 3-4 года. Это пленка в доме, и на год меньше она в бане. В доме мы не топим печку с тех пор, хотя у нас печка очень хорошая. Потому что очень удобно нажать на одну кнопку, и все, она работает. Прогревает мою комнату очень хорошо. Мы можем зимой сюда приехать, и мы ни от кого не зависим. Мы включили, и все. Надо только, чтобы было электричество. Пленка предполагает малое потребление электричества, большое количество тепла, очень полезно для человека, скажем так. И вот люди, которые здесь живут в республике Саха-Якутия, он бы хотел, чтобы они тоже пользовались данным продуктом, приобретали, и чтобы у них было все хорошо. Ну, на самом деле он не знал, что в Якутии может быть так холодно. Вот он первый раз сейчас приехал, что здесь действительно очень холодно, и эта пленка должна здесь продаваться. А в Корее эта пленка применяется в областях разных, начиная от сельского хозяйства и заканчивая здоровьем, ну, проходя через отопление. А относительно России, главная точка находится в Новосибирске. Вот из Новосибирска уже идет работа по всей России. Тоже постепенно потребление пленки, вернее, применение пленки расширяется в области, так же, как вот в Южной Корее. Широкая область применения становится здесь тоже. Относительно патентов, у него есть 3 патента мировых и 9 полученных непосредственно в Корее. То есть разработки ведутся постоянно. Еще один способ применения отопительной пленки – это всем привычный теплый пол. Начали строиться в зиму, в октябре месяце. Дом не был обшит, цоколь не был зашит, с крыши не была подшита. Было тепло и комфортно. Ходили, как летом, в шортах, босиком, раздетые. Потому что тепло идет снизу, тело нагревается, на градуснике показывает 17 градусов, а чувствуешь себя на 22-24, как будто летом на улице в жаркий день находишься. В месяц зимой у нас получалось 3500 рублей. Это полностью за всю электроэнергию. Это включая печки, котел водонагревательный, который воду греет, холодильники, то есть полностью все обеспечение электричества. Вот я считаю, что это намного экономичнее даже по сравнению с городом. Как вот я помню, в двушке мы жили. Зимой до 6000 получалось, это у меня платежки были. Но так это 43 квадрата, а здесь у меня дом 102 квадрата. Я считаю, это очень выгодно. Пленка HeatLife также используется как мобильное отопление. Ее можно переносить из одного помещения в другое, нагревая необходимую вам зону. Эта пленка чем удобно, что ее можно не смонтировать стационарно и так оставить, а ее можно этим пластом даже попередвигать. Я так кладу ребятишкам кусок пленки в детскую, когда очень холодно. Включаем, выключаем тогда. Если с терморегулятором, можно отрегулировать еще лучше. То есть она вот такая мобильная, если переезжать, ее можно забрать. Отопительная пленка удобна тем, что ей можно придать любую форму. При этом она будет также хорошо работать и останется абсолютно безопасной. Инфракрасная пленка не только безопасна, но и полезна. Поэтому часто используется и в лечебных целях. Инфракрасное излучение в медицине используется, оно хорошо снимает болевые синдромы, поэтому ложимся на пленку и лечим боли в спине. Давайте, например, просто я приведу, да, например, возьмем гараж, да,
Вот так, просто вот гараж, 24 квадрата. Значит, туда необходимо по нормативу, чтобы обеспечить там, вот как для жилого помещения, да, например, туда необходимо положить 16 метров пленки. Вот. Это будет стоить вместе с работой терморегулятор, подложка, пленка, провода и наша работа. Будет составлять где-то порядка 38 тысяч рублей. При этом температуру в гараже можно поднять до плюс 25 градусов. Наши клиенты, которые уже брали, у нас пленку приходят рассказывать. То есть, вот оплата у мужчины за вот этот вот, да, вот, гараж 700 рублей в месяц. Ну, посчитайте сами, например, ну, возьмем, так, я грубо скажу, газ, да, то есть котел 1030, да, будет стоить. Ну, это самый такой вот, ну, это минимум. Если нормальный, хороший котел, ну, где-то 1050-60 стоит. Ну, посчитайте трубу, радиаторы, посчитайте помещение для котельной, посчитайте, что вам нужно сделать, проект под газ, да, пройти все разрешительные варианты, проекты и так далее. Здесь, по большому счету, для вас только нужно пойти, ну, наверное, в энергосбыт и спросить, есть ли такие мощности, да, которые необходимы. Здесь абсолютно не нужна дополнительных разрешительных системы. И ввести монтаж можно поэтапно. То есть вы можете эту комнату сначала сделать, да, если вот у вас печное отопление, да, вот, одну комнату сделали, перевели на это отопление, потом следующую, потом следующую. То есть здесь вы можете буквально нарезать ее, хотите, 10 сантиметров ее нарежем, хотите 5, хотите 47. То есть нет пределов. В рулоне 100 метров. Сколько надо, столько нарежем. То есть собирать ее можно практически в любых компонентах. И, как я уже сказал, я ее могу монтировать в пол, в стены, потолок. Ее можно бетонировать, ее можно ложить, обворачивать емкостя и так далее. Это первое. Второе, материал исполнения. То есть это сама внутри карбоновая ткань. И 13 слоев защиты. Вообще 13 слоев, 3 слоя рабочих, это 2 слоя ткани. Вставлена между ними впаянная медная шина, которая обеспечивает хорошее сцепление, да, и нету момента отслоения, да, то есть медной шины. 2. Потом идут слои защиты, да, на разрыв, на растяжение. Только по электросопротивлению параметры изоляции 5000 мегаом. Самое главное, на сегодня по своим характеристикам это практически единственная система, которая позволяет использовать как основное отопление. Поэтому в любом случае это высокоэффективная, да, высокотехнологичная инженерная система, к которой надо относиться соответствующим образом. HitLife, хит сезона, улица Жарницкого, 33, строительный рынок, павильон номер 70.